Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности. Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. Это первый заместитель начальника службы спасения Якутии Василий Тарский. Василий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Погода почти повсеместно стоит очень теплая у нас в республике нынче. Это влияет ли на разрешительные сроки, устанавливаемые ежегодно по ледовым переправам? Ну, несомненно, нынешняя аномальная теплая погода внесла свои коррективы в процессы ледообразования на всех водоемах на территории Республики Саха-Якутия. И на данный момент толщина льда недостаточна для передвижения на автотранспорте. На сегодняшний день это выход на ледовое поле – это очень крайне опасное дело, поскольку при недостаточно морозной погоде русло реки не успевает промерзнуть, и водители едут, конечно, они по льду на свой страх и риск. У нас безопасное передвижение по льду открывается только после официального открытия ледовых переправ. Открывается по приказу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия и с учетом заключения экспертов и межведомственной рабочей комиссии, которые постоянно проводят замеры толщины льда и после оборудования места переезда соответствующими дорожными знаками. Скажите, какая толщина льда считается безопасной и для пешеходов, какая безопасной для автомобилей? Есть здесь тоже правильно нормативы. Для легковых автомобилей эта толщина ледяного покрова должна быть не менее 30 сантиметров, а для грузовых автомобилей, в зависимости от массы автомобиля самого и груза, от 30 сантиметров и выше должно быть. Но надо помнить о том, что не везде равномерно промерзает лед, особенно в местах, где есть течение сильные, фарватер, это реки наши, или если есть поблизости стоки промышленных и бытовых вод, допустим, в районе водозабора и так далее. Здесь ледовое покрытие может быть и значительно тоньше. А это означает о том, что в этих местах может быть провалы, гибель людей, потери транспорта, груза и так далее. Поэтому мы должны всегда помнить, водители всегда должны помнить, что до открытия официальных, еще раз говорю, ледовых переправ выезд категорически запрещается. И просьба не подвергать опасности свою жизнь и жизнь своих пассажиров. Но чтобы это все предотвратить, я знаю, что регулярно проводятся различными службами рейды на водоемах. Расскажите, как они проводятся и много ли удается выявить нарушителей? Спасателями службы спасения и отдельно, и совместно с сотрудниками ГИМС, ГИБДД мы постоянно в ежедневном режиме проводим патрулирование, и представителями административных комиссий муниципальных образований проводим рейды в местах скопления людей или местах, где возможны эти переезды. И здесь получается, что конечно, при выявлении нарушителей с ГИБДД, сотрудниками ГИБДД и административной комиссии составляются протокола административного правонарушения. Но мы, спасатели, проводим профилактические рейды. К сожалению, на сегодняшний день у нас ледостав уже практически только месяц, как лед стал, ледостав. И у нас уже 4 случая трагических событий и 5 погибших. Эти были у нас недавно в Кангаласе, в районе Кангаласа, утонула машина. Благо здесь по счастливой случайности 4 пассажира они выскочили. Трагический случай был в Жиганске, Среднеколымске и Аллайховском Лусе.
Ну, а вот Вот среди так вот. нарушителей, которые все-таки, несмотря на запрет, выезжают на лед, кто чаще всего все-таки нарушает эти правила проезда? Но если в целом взять по ледоставу, по тонкому льду, то в целом, да, тогда основные вот эти нарушители или как бы группы риска входят это вот дети. Дети наши, да, которые остались без осмотра взрослых людей, да, рыбаки, несознательные водители, так, несознательные водители. Но они все имеют свои вот эти вот какие-то цели, вот, чтобы выйти на лед, да. Вот, допустим, ну, частные такие цели. Дети это побольше играть, там, да, покататься и так далее. Рыбаки, охотники, это вот, ну, хобби у них, да, хобби. А вот водители, они вот для того, чтобы сократить свой путь на несколько минут. Вот. И они вот подвергаются вот этому, опасностям, да. Вот. Ну, что касательно здесь ответственности, да, есть, конечно, ответственность, кто там выехал на санкционированную ледовую переправу, конечно, это считается уже правонарушителями. Есть у нас в административном кодексе есть статья 9.10, и вот здесь штраф, вот, административный штраф от граждан от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц это от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Вот. Скажите, а что все-таки делать, если провалились под лед? Как правильно спасать провалившегося под лед? Но если человек провалился в воду, да, в лед, то, во-первых, я вот советую не поддаваться панике, во-первых, да, вот, не наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как вот под тяжестью тела он будет обламываться. Но необходимо широко раскинуть руки, чтобы не погрузиться головой в воду, да, далее опереться локтями на лед и, переведя тело в горизонтальное положение, постараться забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к кромке, да, и поворотом корпуса вытащить вторую ногу и быстро выкатываться на прочную поверхность и без резких движений ползти как можно дольше от опасного места до обратном направлении. Обязательно звать на помощь. Вот. Удерживаясь на поверхности воды, стараться тратить на это меньше физических усилий и вызвать по телефонам 101, 112 помощь. Вот. Ну, примерно так. Ну и в завершении нашего разговора, что бы вы хотели порекомендовать автомобилистам, охотникам, рыбакам, которые отправляются все-таки, несмотря ни на что, в дальнюю дорогу? Ну, водителям, которые вот выезжают, да, охотникам, рыбакам, они отправляются, когда перед отправкой на дальнюю дорогу, необходимо, особенно тем, которые на дальние расстояния, необходимо заранее обратить внимание на техническое состояние автомобиля. Но сейчас зима, поэтому надо провести тщательный технический осмотр автомобильного транспорта. Второе, это надо запастись теплыми вещами, а то у нас бывает, что выезжают с Якутска на Колыму и берут только питание на одни сутки, вот, не следуя, не запасаются теплыми вещами, бывает и такое, поэтому запастись теплыми вещами и продуктами, запасом продуктов. Вот. Также перед поездкой необходимо сообщить членам семьи, соседям, друзьям уточненный маршрут следования и время возвращения. Так? Это обязательно. Вот. Ну, когда при обращении спасателям необходимо указать местонахождение, особые приметы местности, состав группы, количество человек, возраст, есть ли дети, больные, хроническими заболеваниями, и обязательно сообщить контактные телефоны своих близких. Вот. И обязательно необходимо принять меры к экономии заряда батарей. Вот. Ну, если во время следования туман, метели или в условиях ограниченной видимости,
при выходе из машины не следует отходить от нее за пределы видимости, да? А то люди уходят дальше и потом не могут найти обратном пути машину, так? И бывает такое. Если случилась поломка на трассе, выставьте перед автомобилем и позади него предупреждающие знаки обязательно, да? Если нет знаков, то какие-то вот срубленные дерева и так далее, поскольку бывает, что машина сзади или спереди не видят в тумане, и вот очень много случаев, когда они сталкиваются, да. Если машина работает, необходимо приоткрыть стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. Есть у нас немало случаев, тоже такие вот, отравления угарным газом, да. Машину на длительную остановку или ночевку следует ставить против ветра, чтобы выхлопные газы не попали при открытии окна кабины и салона. Для собственной безопасности необходимо также периодически проверять направление ветра. Не менее важно следить за тем, чтобы выхлопная труба не закрывалась наледью или не замелась снегом. Ну, в принципе, вот такие самые нужные вот эти меры надо принять. Но если машина сломалась, тоже не надо паниковать. Надо принимать все меры для того, чтобы сохранить тепло и экономить расходование топлива, продовольственных запасов и так далее. Так? Ну, примерно так. Василий Васильевич, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо вам. Это была программа «Актуальное интервью». Но о правилах безопасности на льду мы говорили сегодня с первым заместителем начальника службы спасения Якутии Василием Тарским. Берегите себя и своих близких. Обязательно носите маски, дезинфицируйте руки и соблюдайте социальную дистанцию.